Строительство новой амбулатории в Сурхахи начали в мае прошлого года в рамках национального проекта здравоохранения. Возведение объекта было просто необходимо. В старом медучреждении условия не отвечают медицинским стандартам. Медикам сложно комплексно оказывать необходимую помощь населению. Новое учреждение гораздо больше. Амбулатория сможет принимать до 100 пациентов в смену. Особое внимание при возведении объекта уделили безопасности, пожарной и вентиляционным системам. Глава республики всегда отмечает, что социальные объекты в регионе нужно строить на годы и совесть, чтобы потом не возвращаться к той практике, когда приходится переделывать объекты, которые возведены 10-15 лет назад. Качество проделанных работ глава республики проверяет лично. Махмуд Али Калиматов первым делом направился в подвальное помещение. Глава республики отмечает, что ко всем подрядным организациям, которые строят объекты в Ингушетии, есть жесткое требование довести свое дело до конца. А Минстрой и Техстрой должны следить за тем, как выполняются поручения и работы на объекте. Качество самое важное, потому что я устал уже переделывать и доделывать то, что осталось наследство. И это, кстати, не надо. Сразу говорят, да, вот он там говорит на кого-то там. Да не говорю я на подрядчиков говорю. И на стройнадзоры говорю. О Чулыках у нас это школы, интернат. Сколько туда денег сейчас вложили? А построили когда его? Построили его в 12-14 Ну вот у нас нормально, забава такая, понимаете? Через 10 лет, 15, нам надо по новой. Теперь опять вкладываем. Махмуд Али Калиматов после обхода прилегающей территории отметил, что необходимо все вокруг озеленить. Это позволит создать вокруг амбулатории теневую зону. Со временем поползет. Вон, бери вот эти вот, хаиси, голуби, юртер, нах, хажалаш, гянеш, даешь, дик хоть дервей. О, глубокий, там, акации, я не знаю, что там. Посадите по периметру, вот здесь вот. Во-первых, это даст здесь нормальную ситуацию. А там, если не сделать, Михаил, а если там дренаж, вот этот канал не сделать... Все уберем, он отодвинется где-то метров 70-80 туда. Не, вот за забором. Потом мы общий двор сделаем. На окна это все ровная будет площадка. Новые амбулатории сегодня созданы все необходимые условия для медицинского персонала и жителей Сурхахи. В каждом кабинете установили новое оборудование. Здание построили из качественного кирпича. Это одно из поручений главы. Махмуд Али Калиматов просит подрядных организаций уйти от пластика и строить объекты из прочных материалов. Здание полностью готово к работе. Здесь изначально были проблемы, что местности, горная местность, из-за этого чуть-чуть проблемы были с проектом, вот из-за этого. А так, в основном, все сделано, отличное здание, здесь одноэтажное здание с подвалом, на этаже находится 18-19 кабинетов, санузлы есть, душевые есть, кладовки есть, полноценный подвал есть. Так, детское отделение здесь есть, для взрослых есть. Следующий объект, который посещает глава Ингушетии, это вторая школа в сельском поселении Барсуки. В образовательном учреждении по поручению главы в рамках программы модернизации систем школьного образования провели капитальный ремонт. Здание построено не так давно, в 2008 году, но со временем условия стали для педагогов и детей очень тяжелыми. Махмуд Али Калиматов обратил внимание на очистные сооружения. Для таких объектов важно предусмотреть все. Очистные надо ставить. Ты знаешь фирму, да? Там, по-моему, недорого, там на 2 поставить очистные сооружения. Там приз 97%, чистая вода уже выходит, она техническая. Понимаете, очистная. Там на 6 лет они, по-моему, ставятся, да? Что мне говорите? 6 лет действует, да? Махмуд Али Калиматов пообщался с детьми и работниками обновленной школы. Педагогический состав доволен созданными новыми условиями в родной школе. Все трудности, с которыми они сталкивались все эти годы, сейчас позади. В нашей школе были проблемы с подвальными помещениями, со спортивным залом, были проблемы с крышей. И благодаря капремонту эти проблемы устранены. Мы очень рады, что к Дню знаний получили такой подарок. Теперь у нас родная,
своя обновленная школа. Тот дизайн, который продумал подрядчик, нам очень понравился. Благодаря светлым оттенкам и светлым тонам, которые появились в нашей школе, школа кажется более просторной, уютной. Капитальный ремонт в Ингушетии провели еще в 6 общеобразовательных учреждениях, где также возникали определенные проблемы. Рина Цычуева, Султан Магушков, Магаз 24.